Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagos Media. Это проект «Единомышленники», и здесь, как вы знаете, мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Наблюдая за тем, что происходит во всем мире, в разных странах, поневоле приходишь к мысли, что Молдова, в которой тоже очень много вызовов, как никогда нуждается в единомышленниках. Людях, которые действительно любят свою страну и поэтому в первую очередь интересуются, что происходит, как происходит, почему происходит, информируются, причем информируются из разных источников, критически мыслят и подводят себя к верным решениям для того, чтобы мы все с вами вместе могли помочь Молдове справиться с этими вызовами. Кажется, что гражданское общество как никогда разрознено, но есть, возможно, и поводы. Но мысль, которая должна всех нас объединять и укреплять, это наша страна, это наш общий дом. И что-то надо делать в нем всем вместе, чтобы нам тут хотелось жить, и чтобы жизнь Молдовы радовала всех и каждого. Друзья, последние несколько недель очень активно в публичном пространстве обсуждали тему получения грантовых средств, западных в первую очередь, неправительственными и медийными организациями. И казалось, тех людей, которые называют себя независимыми журналистами, представителями разных неправительственных организаций, которые реализовывали очень много полезных, социальных, важных проектов для страны, они получили большое осуждение. А как живут люди, которые на протяжении многих лет участвуют в этих проектах? Проекты нацелены на то, чтобы просвещать людей, на то, чтобы информировать, на то, чтобы помогать решать какие-то социальные вопросы. Как эти люди живут с вот этими обвинениями, упреками? Мы решили сегодня поговорить, и в студию пригласили независимого журналиста, который вместе со своей командой на протяжении уже многих лет, больше 5 это точно, работает в информационном пространстве Молдовы и создают медиапродукты, которые важны для граждан страны. Поговорим, конечно же, об этом. Мы надеемся, что эта тема будет интересной. Почему? Потому что, если есть люди, которые на грантовые средства помогают нам информироваться и помогают нам понять, где информация, где дезинформация, об этом стоит поговорить, решили мы. И поэтому, друзья, вам, людям, которые уже присоединились к нам, рекомендуем, или, точнее говоря, просим, поставьте лайки. Это помогает продвигать наш проект. А если вы еще не подписаны, подпишитесь на наш проект. Единомышленников должно быть больше, потому что выше мы сказали, для чего Молдове нужны единомышленники. Итак, небольшая пауза и старт сегодняшней дискуссии здесь. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» журналист, директор ТУК МД Ангелина Гайдаржи. Ангелина Гайдаржи, журналист, директор информационного портала ТУК МД. С 2004 по 2005 годы корреспондент телевидения СТВ-41. С 2006 по 2009 годы журналист на радио Албена. С 2005 по 2018 годы редактор газеты «Свет». С ноября 2018 года по сегодняшний день директор акционерного общества ТАР-СМИ ТУК МД. С 2023 года тренер в различных проектах по медиаобразованию, дезинформации, развитию критического мышления и роли женщин в медиа. Образование. Окончила факультет журналистики Молдавского государственного университета. Ангелина, здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Насколько нам известно, буквально на днях вашему изданию исполнилось 6 лет. И, наверное, ваши читатели, ваши зрители знают о том, что в Кагульском и Тараклийском районе существует всего лишь одно информационное СМИ, которое вещает на русском языке и рассказывает о тех событиях, которые происходят непосредственно в этих двух районах и не только.
Ну, вы являетесь независимым СМИ, и для того, чтобы осуществлять свою деятельность, естественно, вам приходится участвовать в проектах для того, чтобы найти финансирование и дальше осуществлять свою деятельность. Вот те события, которые происходят в Молдове, в мире в целом и связаны с деятельностью USAID, они как-то коснулись вас? Есть ли риски есть ли риски, что вы не сможете дальше продолжать вашу деятельность? К счастью для нас и, к сожалению, для всех остальных СМИ, кого это коснулось, нас это не коснулось. То есть у нас были проекты USAID, но мы их успешно завершили. Мне кажется, несколько лет подряд они нас финансировали. Тогда, когда это случилось, когда вышел указ президента Трампа, у нас уже не было проекта, и американских денег на момент у нас не было. То есть есть возможность не американскими деньгами, но европейскими продолжать работу? Открытые грантовые предложения? Да, как видите, мы работаем только на европейских деньгах сейчас и успешно продолжаем свою работу. То есть мы не уволили ни одного сотрудника, не закрыли ни одну передачу, не сократили количество публикуемого контента и, соответственно, и качество отсюда не потеряли. Все это стало возможным благодаря тому, что где-то года 2 назад мы запустили системный фандрейзинг. Это означает, что у нас есть специально обученный человек, который пишет заявки на постоянной основе, без перерыва, так скажем, и мы просто из одного гранта вливаемся в другой. Здесь только сложности для администрирования, а в целом наша задача продолжать свою работу, ту, которую мы сами задумали, да. То есть у нас есть стратегические цели, есть стратегические планы на несколько лет вперед, и мы согласно этим планам и целям двигаемся просто. Скажите, а была такая ситуация, или были ли в ваш адрес такие упреки, вашего издания или ваш лично, как журналиста, упреки, почему вы живете за какие-то грантовые средства? Уж не важно какие, западные, европейские, не важно какие. Вы можете за счет каких-то других средств, не приходящих в Молдову извне, существовать? Очевидно, что нет, потому что есть закон в Молдове о том, что о разгосударствлении публичных периодических изданий еще тогда, в 2007-2006 год, давно. Не может государство содержать медиа, да в целом и не нужно. Но кроме общественного канала, телевидения, кроме радио. Конечно. Да. И я вам хочу сказать, как бывший редактор газеты «Свет», эта газета принадлежит до сих пор районному совету, это никак не связано с журналистикой. То есть если ты работаешь на деньги государственные, ты так или иначе становишься рупором этой власти, и это очень плохо. Но и независимые СМИ, к сожалению, тоже обвиняют. Говорят о том, что они становятся рупором тех, кто помогает им существовать и осуществлять деятельность. Так говорят люди, которые не знают условий грантового финансирования и не понимают механизм. Убедите в обратном сегодня тех людей, которые слушают наш эфир. Это очень сложно, но в целом это выглядит таким образом. Мне кажется, это очень важно. Да, это выглядит таким образом. Например, донорская организация. У нее есть какие-то свои цели и задачи. И вдруг она публикует открытый конкурс на прием заявок там по каким-то темам, например. Мы читаем этот call, так мы его называем, и смотрим, если это связано с нашими стратегическими целями, и это соответствует нашим стратегическим задачам, и посредством этого гранта мы сможем добиться этих целей, тогда да, мы пишем заявку, подаемся донору, и если донору нравится наша заявка, потому что там есть конкурс, бывает очень жесткий конкурс, допустим, много заявок, там у нас были случаи, когда было по 80 заявок на один грант. Да, на один грант. И если наша идея нравится донору, тогда он ее финансирует. Но Понятно. В процессе реализации донор никогда не спрашивает,
дайте посмотреть, или дайте, или Ваш там, репортаж пройти какой-то, дайте да, посмотреть. перед публикацией, да, или дайте прочитайте ваш текст, а потом мы, когда его... Нет такого. Донор всего лишь хочет, чтобы его финансовые средства были израсходованы согласно бюджетным статьям, которые были утверждены им заранее. Но почему люди не верят в то, что, как вы думаете, вы же тоже живете среди людей, которые, одни из них, наверное, да, доверяют вашему изданию, и поэтому вас читают, смотрят, слушают, а другие вот задают такие вопросы: я не хочу слушать ТУК, потому что они существуют за счет внешнего финансирования. Это такое примитивное мышление, когда они воспринимают грант как подарок, не как то, что мы просто получаем заработную плату, как и все люди, за свою работу. Да? Они считают, что грант – это подарок, а если это подарок, то обязательно кто-то какие-то навязал условия этого подарка. Ну, хорошо, давайте переведем это чуть-чуть в плоскость. Если грант – подарок, так размышляют люди, то грант на построение тротуарной плитки в селе от одного края до другого края тоже грант. да. Но у людей как бы нет желания выковырьте, пожалуйста, эту плитку отсюда, потому что он на внешние деньги. То есть благополучно люди все ходят по этому тротуару и радуются, что местные органы власти написали какой-то проект, выиграли этот грант, и появилась тротуарная плитка, которая соединяет один край села с другим. И мы, наверное, приведем сотни таких примеров, когда реализуются такие Да. проекты в примариях, в детских садах, в школах. И, наверное, нет ни одного населенного пункта у нас, допустим, в автономии или в целом по стране, в Тараклийском районе, в Кагульском, где такие проекты не были бы реализованы. Конечно. Почему на ваш такие взгляд. проекты, да, на ваш взгляд, смотрят, принимая, а на те проекты, которые связаны с СМИ, смотрят по-другому? И НПО в том числе. То есть Да, как бы, да. чтобы большая Ну, разница. есть стереотипы. Я думаю, что здесь есть стереотипы такие, типа, что журналисты, там, продажные, очень часто пропаганда манипулирует этим. Но, кстати, интересный вопрос, потому что, например, наше население, как и ваше, смотрит российские пропагандистские телеканалы. Не знаю, задают ли себе они вопрос, откуда финансирование у этих телеканалов. Да? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. У вас есть ответ на этот вопрос? Ну, очевидно, они все федеральные, то есть они все Но людей это финансируются не из- возмущает. Конечно. И это очень странная история. Почему? Странная история оценки людей, да? Да, Что, конечно. С одной стороны, они оценивают, что это европейские деньги, либо какие-то западные, да? Интересно, знаете что? Поскольку вы живете в Тараклии, и, конечно, ваши первые читатели и зрители, они рядом с вами совсем на вытянутой руке. Вы Да, каждый конечно. день видите, да? А есть вот какие-то такие упреки, скажем, обвинения в том, что вы вот такие, как вы тут сказали, продажные, пропагандисты какого-то европейского пути, каких-то западных идеологий? Да, конечно, есть, и особенно они стали ощущаться во времена ковида, а потом с началом войны в Украине. Конечно, эти упреки есть, они бывали и на улице, и там, не знаю, в каких-то... А в чем они выражались, эти упреки? Ну, что вы там написали, это неправда, вот я смотрел там другое ТВ, ну, как бы бывало в более мягкой форме, бывало в более грубой. Как вы этому противостоите? То есть насаждается ненависть, это очевидно. Да. Как вы этому противостоите? У меня характер, я сразу начинаю вступать, ну, не в полемику, ну, я начинаю человеку что-то объяснять. Аргументировать. Да, начинаю ему там какие-то вопросы задавать. Конечно, иногда бывает там какой-то спор, ну, слава богу, ни до чего плохого не доходило. А давайте поговорим о том, что, ну, понятно, да, ситуация, реакции людей на то, что вы производите продукт, который финансируется какими-то грантовыми средствами из Европы.
Каково создать сегодня команду? Ну, она у вас не сегодня создана, как сказала Елена Федоровна, 6 лет существует ТУК, но мы знаем, что журналистов найти сложно. В журналистику не так много людей, наверное, молодежи выбирает эту профессию, хотя, может быть, и многие ее выбирают, но не так часто люди принимают решение заниматься такой журналистикой при наличии диплома журналиста. Вот вы сами готовили журналистов, потому что в маленьком провинциальном городке найти такое количество журналистов, которые нужно для работы, сложное дело, или как? Или ваш университет вам в этом помогает, Тараклийский? И еще один момент тоже в тему. У вас очень молодая команда, стоит это отметить. И да, они специалисты или, да, как сказала Елена Федоровна, вы их готовите к работе в этой сфере. Да, когда мы только открыли ТУК, мы все были журналистами, ну, в смысле, работали, люди с опытом пришли для того, чтобы открывать ТУК. Нет, диплом был только у меня, но в целом как бы опыт у всех был, у команды, с которой мы начинали. Последние 2 года, во-первых, нас стало в разы больше, то есть первые 3 года мы работали в составе 3-4 человек, сейчас нас 21. Ну вот, чтобы люди понимали, что делает 21 человек на ТУК МД. Перечислите, пожалуйста, виды деятельности и те продукты, которые вы представляете зрителю. Вдруг кто-то еще не знает, что есть ТУК МД. Мы вот рекламируем наших коллег. И да, в этом мы заинтересованы, хотя бы потому, что выше мы сказали в начале этой передачи, да, что информированность важна из разных источников. Но вот есть такие источники, как ТУК МД, есть такой источник. Это независимые журналисты, которые работают, в общем-то, как говорит Ангелина, на грантовые средства. Да. Ну, 21 это, конечно, не журналист. У нас есть команда. несколько департаментов. Есть редакционный, есть департамент видеоотдела, есть СММ-отдел, и есть коммерческий отдел, который также пытается заработать деньги на рекламе для нас и создавать нам какую-то финансовую подушку. Есть администрация, проектные менеджеры, которые ведут эти проекты, потому что, например, одновременно мы внедряем там 10-13 проектов. Это очень сложно для администрирования. У каждого донора свои требования. Кому-то там мы сдаем нарративный отчет каждый месяц, кому-то, допустим, раз в 3 месяца в квартал, кто-то ожидает от нас его раз в полгода. Как все серьезно? Да, это, кстати, серьезно. Финансовые отчеты точно такие, в таких же промежутках, поэтому не все 21 человек пишут только новости в редакционном отделе. Ну, в редакционный, конечно, самый большой отдел. Там работают порядка 8 человек вместе с выпускающим редактором, с главным редактором. У нас главред Ольга, мы с ней учились в одной группе на журфаке, и она прекрасный специалист не только как главный редактор, но и как человек, который может вырастить журналистов. Девочки, которые у нас сейчас работают, они все высшие. То есть вы воспитываете журналистов тут на месте у себя в ТУК? Да. Какой продукт вы производите, помимо информационных материалов на сайте вашем, есть еще и телевыпуски? Есть YouTube-канал. Для YouTube мы снимаем несколько видов передач, в том числе и развлекательное ток-шоу по медиаграмотности. Если вы его видели, может быть, нет, называется «Узнать за 60 секунд». Есть серьезная передача с политическими комментаторами Алексеем Толбури и Виктором Чубану. И есть еще один формат передачи с людьми, которые принимают решения в нашем населенном пункте. Ангелина, то есть для того, что... Можно задать вопрос по поводу передач? Вот меня интересует, какие передачи пользуются большим спросом у ваших зрителей и читателей? На какую тему? Политическую, наверное. Да, политические передачи. Ну, кстати, мы особо, мы делаем, но не настолько часто, как, может быть, нашему зрителю хотелось бы. В целом политикой интересуются люди, особенно в предвыборный период. Я помню такой показатель. 4 передачи мы записали с Алексеем Толбури и Виктором Чубану перед выборами президентскими, да. И эти 4
передачи в сумме набрали там 1 миллион просмотров. Поэтому для нас это была такая достаточно показательная... Вы знаете, тут одна мысль сейчас появилась. Ваша организация обеспечивает работой 21 человек, получают работу благодаря тому, что идейные какие-то люди, 2-3 человека, я не знаю, кто еще с вами, об этом не суть важно, сейчас не хотим говорить, но то есть 2-3 человека, либо 1 человек взялся за идею, давай-ка я открою независимый информационный портал. И вот за 5-6 лет 21 человек здесь работает, следовательно, это 21 рабочее место, правильно я понимаю? Это 21 семья. Это 21 семья, да. И вы сказали, что в штате тех сотрудников, которые работают, есть и люди, которые занимаются поиском или привлечением рекламы. Да. Вот хочется узнать, возможно вообще нахождение рекламных средств в Тараклии? Ну, вы работаете в Кагульском районе, как я понимаю. Да, несколько лет назад мы масштабировались на Кагул, и Кагул экономически более развитый регион, чем Тараклия. И в целом мы разворачиваем свою деятельность коммерческую в большей степени в Кагуле. Да. Мы работаем над этим. На данный момент примерно 15% из наших расходов покрывают доходы от рекламы. Это пока очень мало, то есть об устойчивости СМИ говорить еще говорить рано. Не приходится. Да. Но мы... Расшифруем эту устойчивость, Ангелина, простите, пожалуйста, чтобы и люди понимали, которые смотрят этот эфир. То есть 21 человек имеют место работы, получают зарплату. Это люди, которые информируют население Кагульского, Тараклийского района как минимум, но вашим сайтом и мы, и многие другие люди, граждане Молдовы, не только пользуются. И ваши передачи они тоже слушают, слышат. Плюс ко всему, это люди, которые обучают еще молодежь каким-то, как одной единственной профессии, как минимум, журналист, кто-то, наверное, оператором становится. Пишут проекты, это тоже очень важно в современном мире. Почему? У нас есть такая successful story. Пришел к нам парень работать в коммерческий отдел, и это было в Кагуле. Парень с образованием или без? Без образования. У нас вообще у нас таких критериев как бы особо нет. То есть мы всегда даем людям возможность. Лично мое убеждение, что желание и труд могут сделать все. Да. Поэтому показатели, там какой-то Кембридж, для меня это вообще ничего, то, что написано там, допустим, в CV. Если человек приходит, мы его смотрим, даем ему возможность пройти какую-то стажировку. Мы всегда оплачиваем стажировки так же, как мы оплачиваем их обычным сотрудникам. Да? И человек старается показать себя за эту неделю-две. Через неделю мы точно понимаем, это наш человек или не наш. И что с этим человеком? Что с этим молодым человеком? Он проработал месяц или 2, или несколько месяцев, я сейчас не помню, в коммерческом отделе. Потом сказал: Ангелина, я очень хочу попробовать себя в качестве видеографа. Макс, пожалуйста. И вот он первый раз взял камеру в руки, и сегодня я могу вам показать несколько интересных, сейчас суперских сюжетов, которые он снимает. Это буквально через 5 месяцев самообучения он стал хорошим специалистом видеографа. Это вот такое напоминание молодым людям. Друзья, хотите пробовать себя? Вот смотрите, ведь возможностей очень много на самом деле сегодня представляет Молдова для молодых людей. И самое главное, что есть возможность, не имея образования, пробовать себя в разных отраслях. И стажировки оплачиваются еще. И, наверное, это не только вашей организации, во многих. Для тех, кто только что, может быть, включил и смотрит проект «Единомышленники», мы просим, поставьте лайк. Ребят, нам это на самом деле помогает продвигать проект. И потом, если вдруг вам дискуссия понравится в конце этого выпуска, не забудьте подписаться на наш канал. Пусть единомышленники, дискуссии, которые разворачивают здесь единомышленники, пусть будет нас больше. Оставайтесь с нами. Ангелина Гайдаржи у нас в студии. Говорим мы, конечно, о журналистике и все, что связано с независимой журналистикой, с информированностью и дезинформацией. И как раз вот следующий вопрос по поводу независимости. Так. Скажите, вот вы говорили уже о том, что если это общественная СМИ, то в любом случае работодатель имеет возможность диктовать и влиять. Вы независимы. Какие отношения у вас с местными властями, с местными органами власти? Они какие? Должные, конструктивные или же конфликтные?
У нас несколько ветвей власти, первый и второй уровень. Районные и местные, Да, скажем, местные. здесь. Давайте так, с мэрией у нас, к сожалению, нет никаких отношений. Это началось вот прямо с того момента, как господин Лупов стал мэром. Я несколько раз рассказывала эту историю публично и повторю ее и здесь. Да, интересно. Я не слышала эту историю. Да, когда он пришел во власть, мы с ним познакомились. Это я кандидат предложила- команды Шора, скажем так. Да, это кандидат и мэр от партии Шор. И 6 лет назад, практически, когда вы начинали Да, свою деятельность именно в ТОК. тогда, да. И тогда я с ним познакомилась, сказала, вот мы местные СМИ, давайте сотрудничать, вот у вас там будут какие-то ивенты, можно нас приглашать, вот мы сейчас внедряем проект, мы тогда внедряли проекты, мобилизовывали уязвимые группы, это был такой проект для НПО, и нам нужно было людей из уязвимых групп внедрить в процесс принятия решений на местном уровне. И то есть там соло-мамы, люди с ограниченными возможностями, женщины-рома, пожилые молодые, мы создавали такие группы, я говорю, вот давайте мы будем там смотреть ваши проекты решений, выносить какие-то рекомендации, посмотрим вашу стратегию, внесем тоже там какие-то... И он тогда сказал, я за сотрудничество, но любой материал, который касается мэрии, вы хотите выпустить, сначала должен пройти через меня, типа, я даю Редактора. одобрение. Цензура. Это было нечто, я сказала, такого не будет. И с тех пор у нас не сложилось. И, то есть вы освещаете то, что делает мэрия, но Да, у вас конечно. нет никаких контактов для получения каких-то там интервью, каких-то комментариев, пояснений? Первое время у нас вообще не было даже возможности получить какой-то ответ на запрос на законных основаниях. То Да, есть мы письменные писали запросы официально, делаете? конечно. Сейчас? Сейчас мы получаем ответы. Они, конечно, их качество оставляет желать лучшего, но это случилось после того, как нам удалось выиграть 2 суда у мэрии. Мы Вы дошли судились с мэрией? Конечно. Потому что... А на какой предмет были суды? если можно? Один иск мы подали за то, что нам не отвечают на запросы, то есть нам препятствует Нарушение доступ закона, к да, информации. о Да. доступе к информации. И второй иск был, мэр издал распоряжение о запрете аудио и видеосъемки в здании мэрии. Ну, как это возможно? А в здании мэрии находится зал заседаний, где проходят публичные заседания Они открытые, совета. согласно Да, закону. Конечно. Здесь мы тоже выиграли процесс. Вы являетесь единственным русскоязычным СМИ в районе, и если вы не преподносите информацию жителям этого района, то район, практически жители сел, города не знают о том, что происходит. Другого СМИ русскоязычного нет. Почему это не стало, наоборот, не приветствуется местными органами власти? Я думаю, что сейчас в период этого интернета, доступа к социальным сетям, к группам и так далее, мэр и его команда прекрасно создают, допустим, себе какие-то группы или телеграм-каналы и просто продвигают какую-то свою повестку. Да. И им не нужно такое СМИ, как мы, которые их там критикует, задают спрашивает. вопросы неудобные. Да, конечно. Зачастую. Кстати, с пристановкой финансирования из США в Трекли особенно сторонники мэра и партии Шор стали говорить, вот сейчас ТУК закроется. Вот прям хочу сказать, не закроется, не надейтесь. Ну, мы желаем вам успехов. У вас видно, что хороший такой настрой для продолжения вашей работы. Пусть это будет. Вы знаете, медиаобразование граждан, информированность, информация и дезинформация. Вот эти два понятия, мне кажется, они уже на слуху у каждого человека. Другое дело, что не все люди понимают, а что значит дезинформация. Если говорить о вашей работе и о том, что вы очень много, ну если не много, то во всяком случае несколько проектов своих посвятили тому, чтобы говорить о дезинформации. Есть ли толк? И если вы это видите, то в чем это ощущается? Вот просто сейчас очень много журналистов над этим работает, но вот есть ли толк, такой может быть очень грубый вопрос, но ваше мнение? Вообще измерить это достаточно сложно. Если мерить его результатами выборов, то как будто бы 0.
Если мерить их по тому, как аудитория реагирует на один и тот же контент, например, созданные нами там, в период начала боевых действий в Украине и сейчас, то как будто бы есть прогресс. Поэтому очень сложно измерить, есть ли толк, а особенно тогда, когда люди продолжают информироваться из источников из Российской Федерации и жить жизнью другого государства. Мы делаем эту работу, потому что это важно. Я закончила курсы учителя по медиаграмотности, по медиаобразованию. Год преподавала этот предмет в одном из лицеев Тараклии. А затем поняла, что дети на занятиях воспринимают это как обычный предмет, математику, физику и биологию. И мне показалось это не очень... Им это в тягость, вам да, показалось, что им в тягость? Они не усваивают этот материал так, как бы мне хотелось, чтобы они его усваивали. Тренинги... А что здесь не так? Они находятся в школе и ждут этот урок как урок, даже если он такой лайтовый, я принесу чайник чая, и мы сядем за печеньками, поговорим о какой-то важной теме и так далее. Это все равно не так воспринималось. То есть тренинги, на мой взгляд, имеют больший эффект, чем если бы это был 1 час. То есть вы это сводите к тому, что школьный предмет как медиаграмотность для того, чтобы, выпускаясь из школ, лицеисты, да, допустим, 12-классники, многие из них уже голосуют, 18, им уже по 18 лет исполняется, заканчивая 12 класс. Нет надобности обучать медиаграмотности? Нет, я считаю, что надобность есть, но посещать тренинги на эту же тему гораздо интереснее, так скажем, и увлекательнее, и интерактивнее. Там еще интересно то, что если мы преподаем этот предмет, это должен быть оборудованный класс, какой-то интерактивной доской. Этого нет, технически. Да, тогда, когда я работала, этого нет, это было несколько лет назад, не было таких технических... А вот сейчас вы тоже ведете такие курсы, или назовем их тренингами, да? А как реагируют на это люди, какого возраста люди вообще, участники таких курсов? Очень интересно мне это. Абсолютно разные, начиная... Я читаю, например, этот курс, эти тренинги детям 9-12 классов, учителям, сотрудникам местных администраций. А насколько интересно это? Взрослым очень интересно. Да, вот, допустим, учителям, взрослым, как набираются эти группы? Нет, легко? Это же разовые, да, мы на несколько часов собираемся на один день, то есть это не прямо какой-то курс, это просто один тренинг на несколько часов. Набираются, мне кажется, прекрасно, у меня есть хорошее отношение в управлении образования, и я говорю, вот у меня доступные даты в этом месяце такие. Вы говорите про управление образования Тараклийского района. Да, Тараклийского района. К сожалению, я читаю тренинги только на русском языке, и в Кагуле я не могу это делать. Вот языка. Сейчас по языку. ТУК работает больше на русском языке или на болгарском тоже? Только на русском. А почему не на болгарском? Для кого? Почему? Для болгар Тараклийского района. И вообще для болгар Молдовы. Болгарский как таковой, он у нас дома, на улице практически не разговаривают на болгарском языке, его не используют. То есть еще, допустим, мои родители и бабушки, дедушки говорят на этом языке, дети уже мало знают болгарский язык. Мы во второй части передачи остановимся подробнее на этой теме, потому что нам это очень и очень интересно. Вот вы говорили о медиаграмотности. То есть медиаграмотный человек, медиаобразованный человек имеет возможность отличить, где информация достоверная, где информация фейковая, умеет на нее реагировать. Но у нас, например, в Гагаузии в преддверии каких-то выборов и не только существует очень много страшилок, которые влияют на то, как тот или иной человек поведет себя на выборах. Например, страшилки, что если Молдова станет членом Европейского Союза, то автономия потеряет свой статус, и много других. Или присоединение к Румынии, нескончаемая страшилка. Этой страшилке уже очень много лет, но она по-прежнему очень даже хорошо себя чувствует на нашей территории. Есть ли такие страшилки у вас в Тараклийском районе, и в чем их суть? Свои особые страшилки.
А особых нет. Те Те же. же самые. Методы, инструменты пропаганды не поменялись все 30 лет, как вы сказали, поэтому у нас они одни и те же. У нас люди тоже боятся какой-то румынизации, придут румыны, не знаю что. Смотрите, когда мы говорим бояться, простите, это люди больше старшего поколения, либо молодежь тоже подвержена вот восприятию этой страшилки как какого-то серьезного аргумента. Ведь есть возможность изучить. Прямо молодежь, там, например, до 20 лет. Думаю, что их это уже не берет. А вот еще моего возраста, я уже не молодежь, и постарше, и старше, это, ну, как бы люди боятся. Но тогда получается, что когда мы говорим о том, что есть много проектов, программ, которые работают по дезинформации, работают по борьбе с пропагандой, получается, они неэффективны или недостаточны в нашей стране? Коль скоро мы никак не можем своим гражданам объяснить, что, ну, как же можно 30 лет верить в одну и ту же страшилку? Ну, это интересный вопрос. Объясните, вот есть у меня знакомый, например. Я ему говорю, ну нет никаких рисков руманизации, ну и не может этого быть. Мы, там, Румыния одна страна, мы другая. Он говорит, не говори мне ничего, потому что бабушка мне рассказывала про румынское время. И так будет, я чувствую, это вот сейчас все подходит, подкрадывается. Ну вот как мне ему объяснить, что нет? Одним из выходов правильно информировать население депутаты парламента нашли в том, что нужно создать какой-то канал, который будет вещать на русском языке и будет доносить информацию, ну, такой, какой, ну, не знаю, не скажешь слово правильно, потому что это будет неправильно сказать. Одним словом, русский канал на М3. Да. Общественный канал, еще один. Ваша вот, точка зрения. Да. Что это будет ли? И если будет, каков будет эффект? В сети очень мало информации о том, что это будет самом концепте. Телеканал, да. Какой концепт, какие у него цели, каких результатов там они ожидают от запуска этого телеканала. Очень сложно судить, когда нет информации. То есть я могу сейчас сказать, нет, мне не нравится эта идея, но потом они, допустим, представят концепт, и она будет какая-то вау, и я скажу, блин, тогда это вау. В целом, мне кажется, с идеей очень опоздали, ну, прямо совсем опоздали. Почему вы так думаете? Потому что не представляю себе сейчас переориентировать все русскоязычное население на этот телеканал. Это какого качества контент там должны произвести, чтобы люди отказались, например, от развлекательного контента на российских телеканалах. Да, и вопрос еще, сколько это будет стоить и откуда деньги. Этот вопрос тоже обсуждали. У Анатолия Голи в передаче была и автор проекта Наталья Давидович, которая говорила, ну, высказывала точку зрения инициаторов этого проекта. Понятно, что на сегодняшний день сложно не согласиться с тем, о чем вы говорите, что нет очень конкретной и очень важной информации для того, чтобы хотя бы как стартово дать какую-то оценку этой идеи, да, ну, сколько она стоит, каков будет концепт, что будет делать этот канал, какие там будут передачи, и почему это должно быть интересно, и почему это еще должно быть эффективно. Все предстоит еще обсуждать, как я понимаю, было несколько интервью и правительства, секретарь правительства Даниэл Вода говорил о том, что будут устроены такие встречи, будут обсуждения. В любом случае, хороша идея или нет? Вот надо ее реализовывать или нет? Ваша точка зрения, учитывая все то, что вам видно как независимому журналисту, работающему там, где люди, в общем-то, потребляют контент на русском языке. И, возможно, вам будет легче ответить на вопрос, если мы нашу цитату зачитаем. Наталья Давидович, депутат парламента Республики Молдова, которая представила эту инициативу, сказала следующее. Обязанность государства – обеспечить всем своим гражданам равный доступ к информации. И мы считаем, что у каждого жителя Молдовы, независимо от языка, на котором он говорит, есть право знать из достоверного и объективного источника, что происходит в его стране. Мы считаем, что эту задачу должно выполнять национальное телевидение, поскольку это канал с максимально широким охватом. Если говорить о моем мнении как о руководителе русскоязычного медиа, я для себя или для своей организации вижу несколько рисков. Первое – это финансовое. Из этой передачи у господина Голи я поняла, что часть финансирования этого общественного телеканала будет из бюджета, вторая часть
это будут грантовые средства. То есть, давайте рассматривать с точки зрения донора. Кому он даст деньги? Региональному СМИ с более маленькой аудиторией русскоязычному, или даст деньги телеканалу, у которого будет большой охват? Ну, очевидно, да? Донор будет финансировать того, у кого будет больше аудитории. Вы хотите сказать, что остальные независимые СМИ окажутся в такой ситуации, что я не думаю, будут получать финансы на Вот свои еще деятельности? одна Не будут короткая- получать, будут недополучать. Недополучать. Короткая цитата, опять же, второго, мы говорили о Наталье Давидович, а теперь второй инициатор этого законопроекта, Евгений Сенкевич, депутат от партии ПАС, сказал следующее. На следующей неделе мы организуем серию публичных консультаций, пригласим руководство национального телевидения, обсудим бюджет и попросим представить концепцию и финансовый план. В то же время мы ведем переговоры и находимся на финальной стадии обсуждений с потенциальными донорами. И, возможно, он говорит, все средства будут финансироваться за счет грантов, возможно, эта идея будет. Но я укоротила, чтобы не дочитывать всю цитату. То есть первоначально это было, возможно, это бюджетные деньги и донорские. Теперь господин Сенкевич говорит, что, возможно, это будут полностью донорские деньги. Тогда риски увеличиваются. Конечно. А учитывая, что нет еще и финансирования из США, то риски удваиваются. Ну, Хорошо, а скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, если есть такие региональные СМИ, допустим, как ТУК, МД и так далее, насколько более... Есть ли какие-то плюсы в деятельности таких вот маленьких региональных СМИ по сравнению со СМИ государственным, вот таким, как предполагается создание вот этого канала М3 на русском языке? Конечно, есть. И доноры, кстати, последние несколько лет финансируют именно региональные медиа, потому что понимают Видят в этом их больший смысл, да, ценность. Во-первых, эти медиа ближе к людям. Эти медиа видят проблемы людей. Оттуда из центра очень сложно увидеть, что происходит, например, там в селе. Но есть два X. канала, которые могут видеть из центра, ну, канал Молдова-1 и Молдова-2. Они все сконцентрированы в центре. Окей, может быть, мы вчера с Леной Федоровной, готовясь к дискуссии с вами, мы говорили, обсуждали между собой тоже, конечно, мы не специалисты масс-медиа, как создавать такие масс-медиа, которые задумали господа депутаты, но мы подумали, а что же вот с этими медийными организациями, которые кто-то 6 лет, как вы, а кто-то 10, кто-то больше, кто-то меньше. То есть есть какой-то потенциал журналистский, творческий и прочее. Команда. Их знают, есть команда, их знают люди, их продукт смотрят ли. Может быть, это все объединить в одно, вот это и будет один канал, который будет из разных мест делать какой-то продукт, контент и представлять его как единый канал? Я не думаю, что они пойдут на это. Во-первых, это большие финансовые затраты. Второе, они могут закупать какой-то местный контент на каких-то лайт условиях. То есть мы, может быть, сможем им продавать какой-то свой контент, который мы произвели. Вы говорите здесь. о местных СМИ, которые Да, вот, ну, да. как ваша организация. Только если так. Я правильно понимаю, что вы не верите в существование, в реализацию этой идеи как канала, который достигнет тех целей, о которых говорят депутаты, как инициаторы этого проекта? Да, мне слабо верится. Ну, откровенно говоря, слабо. Возможно, я не вижу, но мне кажется, что это не очень идея. Но предстоят какие-то встречи, обсуждения, вы будете в них участвовать? К сожалению, нет. 24-го, по-моему, в понедельник меня не будет в стране, поэтому я не смогу быть, но я с удовольствием бы поехала. А вы можете свое письменное предложение отправить, так говорят об этом. Мы тут уже помогаем тем людям, которые призывают журналистов, независимых журналистов и вообще всех журналистов, которые обеспокоены тем, что надо что-то делать для того, чтобы русскоязычное население страны получало тоже информацию объективную, правдивую. Надо в этом участвовать, чтобы понять, этот канал нужен или не нужен. Но чтобы не получилось так, что, может быть, идея хорошая, надо ее обсуждать. Надо письменные свои соображения тоже отсылать. Почему я об этом спросила? Мне кажется, что мнение таких людей, как вы, которые работают
как вы правильно сказали, очень конкретно, это, считайте, два больших района, Когульский и Тараклийский район. Очень важно ваше мнение, потому что Тараклийский район уж точно русскоязычный, потребляет русскоязычный контент. Но у меня есть скептицизм, связанный еще не только с этим, но и с законной стороной открытия этого телеканала. Какую? Что имеете в виду? Я имею в виду кодекс об аудиовизуальных услугах. Вы хотите сказать о 80% на Конечно. румынском языке? Нет, Но авторы сказали, что это будет исключение для этого канала. Послушайте, я Так тоже заявили открыла в радио передаче. в Тараклии. И я тоже хочу, чтобы для меня сделали исключение, потому что я работаю исключительно в русскоязычной среде, ну или там и делаю контент для русскоговорящего населения. Почему я не могу воспользоваться этой льготой, делать контент только на русском языке? А вы сейчас имеете это радио? Да. И оно работает на каком языке? На русском, мы сейчас делаем новости на румынском. Как положено по кодексу, 20% на румынском языке. Да. И вы соблюдаете. И вы имеете в виду, что почему русский канал, который будет открываться, получит специальное какое-то там, будет прописано специально в кодексе, что вот этот канал может только 100% вещать на русском. Это вы видите в этом несправедливость элементарную? Ну, как минимум, конечно. Как минимум, и дополнительные финансовые затраты. То есть мне, Если региональному это медиа, нужно найти человека с опытом работы на радио, который может делать контент на румынском языке. А у меня, например, в регионе, в Тараклии, по крайней мере, его нет. Я должна его найти, допустим, в Когуле. Могу найти. Физически радио находится в Тараклии. То есть, для меня чисто логистически это дополнительные затраты. Почему я не могу воспользоваться? Но соблюдая закон, вы делаете так, как обязаны это Вот делать. сейчас мы это обсуждаем, и получается, что, собственно говоря, идея рождения канала, который будет производить контент на русском языке, не получает, собственно говоря, я вижу сейчас, не получает одобрения даже у тех медиаорганизаций, которые работают на русском языке. То есть Есть сейчас... еще один риск. Какой? Рекламный рынок. Да. Очень маленький. Этот телеканал будет зарабатывать на рекламе? Может, этому телеканалу запретят заниматься рекламой. Но было сказано, в первые дни было сказано о том, что они смогут тоже заниматься и рекламой, заниматься для того, чтобы зарабатывать дополнительные средства на существование. В общем, иногда кажется, что сейчас вот то, что мы говорим, конечно, мы исходим, как вы правильно подметили, только из той информации, которая есть конечно, если публичной... будет больше информации и, не знаю, куча аргументаций, может быть, чего-то там интересное будет. Просто надо изучать. Сейчас пока только скептицизм. Тогда последний вопрос по этой теме. Почему, как вы думаете, многие называют эту идею не до конца продуманной для того, чтобы ее... Почему так и вот сейчас появилась эта идея? Есть у вас ответ на этот вопрос свой? Я думаю, что госпожа Давыдович, когда говорила в передаче с господином Голей об этой инициативе, она не лукавила, она говорила правду. Она говорила, верные аргументы были, несколько верных. Да, она говорила о том, что она общалась с населением Гагаузии, Тараклийского района, и что есть потребность в том, чтобы они понимали, что происходит в Молдове. И я, наверное, одна и была из тех, кто говорил, что люди не смотрят ТВ, потому что они не знают языка, они не понимают. Так сказали бы мы все в Гагаузии, что жители автономии не смотрят на румынском языке ни новости, ни программы, потому что они не понимают языка. Но я видела воксы ваши, но вчера буквально смотрела воксы, которые делала Нокта. И люди тоже говорят, что да, приветствуют создание такого канала на русском языке. Я тоже смотрела эти воксы, но мне порой кажется, что люди не поняли вопроса. Мне кажется, что им разрешили российские телеканалы, а не понимают, что такое общественный телеканал. Да, давайте оставим этот вопрос до появления... Поставим запятую. Да, поставим запятую. До появления другой информации, которая даст возможность нам чуть шире, глубже, может быть, тогда и прагматичнее посмотреть на это. Друзья, единомышленники, проект в эфире. У нас в студии независимый журналист Ангелина Гайдаржи. Говорим мы, как вы понимаете, о СМИ и не только. Во второй части передачи будем говорить о политической Тараклии. Ну а сейчас у нас рубрика «Люди говорят, что...» Но прежде
уже подсказал режиссер наш, подпишитесь на наш канал. Нас, единомышленников, может быть больше. Ну и ставьте лайки, друзья. Это действительно помогает нам продвигать наш проект. Люди говорят, что 7 коротких вопросов и ждем 7 коротких ответов от Ангелины. Люди говорят, что... Люди говорят, что журналисты не должны получать внешнее финансирование. Люди ошибаются, Почему? иначе у людей не будет доступа к качественной, независимой прессе. Люди Информация. говорят, что журналисты больше создают репортажи, либо пишут новостей о негативных событиях. И делают это намеренно. Они отчасти правы, но журналисты все равно работают по новостной повестке. Если в новостной повестке много негатива, к сожалению, мы вынуждены делать негативные репортажи. Люди говорят, что Молдова живет только политическими новостями. Нет, я думаю, что они ошибаются. Если они ориентируются на социальные сети, где алгоритмы соцсетей работают так, что то, что ты смотришь, что он тебе и предлагает, то да, в какой-то момент кажется, что ты живешь только в политике. Попытайтесь поменять ленту. Люди говорят, что очень сложно распознать дезинформацию. Что скажете? Это правда. Это действительно правда, потому что сейчас в том числе и искусственный интеллект используют для того, чтобы создавать фейковые новости. Люди говорят, что у молодежи нет интереса вовлекаться в общественную жизнь страны. Они правы. Почему это происходит? Не знаю, это равнодушие. Мы из одного выборного в год в другой выборный год наблюдаем самый низкий порог явки, самая низкая явка среди молодого населения. Я не знаю, с чем это связано. Я думаю, что, может быть, их здесь нет, может быть, они уехали за границу, где-то работают. Но большая часть, наверное, думает, что от меня ничего не зависит. Если бы от меня что-нибудь бы зависело, выборы бы не делали. Так, Наверное, это мнение надо менять. И, наверное, поэтому следующий вопрос. Люди говорят, что судьбу страны чаще всего решают пожилые избиратели. Они правы. Именно так. Самый большой процент избирателей – это пожилые люди старше 65 лет. Люди говорят, что все болгары говорят на родном языке. К сожалению, нет. Это неправда. Не говорят. Мой ребенок не говорит. И очень много молодежи не говорит. Бабушки, дедушки, в семьях мы еще разговариваем с взрослым населением на болгарском языке, а молодежь уже нет, болгарский исчезает. У вас болгарская семья? Да, И ребенок не говорит на к болгарском. сожалению. Мы с этим встречаемся очень часто в Гагаузии, и как-то мы с Федной думали, что вот в болгарских семьях дела обстоят по-другому. Так же обстоят, как и с гагаузским языком. Мне кажется, иногда вы чаще говорите о гагаузском языке, о его сохранении, о том, что его нужно передавать, писать книги. Мне кажется, литературы больше на гагаузском языке, чем... Но вы знаете, вот это тот момент, что в Тараклии есть болгарский университет. Обучение ведется на болгарском языке. Там обучаются дети гагаузы, ну, люди разных, молодежь разных национальностей. Они все обучаются на болгарском языке? Мне кажется, до сих пор нет, не все на болгарском языке. Вот сейчас, когда университет стал филиалом Русинского университета, вот тогда, мне кажется, все будет на болгарском, но это надо уточнить. Ну, вы знаете, я читала как-то одну статью, и в ней ректор говорила о том, что преподавание ведется на болгарском языке. Это меня порадовало, потому что у нас тоже есть университет в Камрате, но, к сожалению, на гагаузском языке преподавание не ведется. И вот ректор говорила о том, что даже если к вам на учебу в Тараклийский университет поступают гагаузы, болгары, вернее, гагаузы, русские, украинцы, они обучаются тоже на болгарском языке. То есть этот факт меня порадовал, но вы говорите о том, что возможно, там ситуация не такая. Да, я думаю, я боюсь ошибиться здесь. Но у меня другой вопрос возникает.
Предположим, что в вашем Камрадском университете дети обучаются на гагаузском языке. Предположим, нет. Или очень мало. Вы хотите предположить, То есть, а если бы обучались? Ну да. Да. Дальше, куда эти дети идут работать? Где они пригодятся? Или, например, наши дети, обучаясь на болгарском языке, мы их для кого готовим? Для компаний из Болгарии? Мгм. Если дети, допустим, обучаются на русском языке, мы очевидно их теряем, потому что часть из них уезжает в Приднестровье, там Ну, тогда у меня учиться, да. вопрос, зачем вам болгарский университет? Не по карману вопрос, Екатерина Федоровна. Не по карману, Не я это решаю. чтобы появилась пауза, и чтобы мы с Леной Федоровной не показались очень негостеприимными. Отведайте нашего чаю, а тем Спасибо. временем облепиховый чай. А то получилось, что мы совсем не гостеприимны. А тем временем мы сообщим, что, друзья, проект «Единомышленники», как и многие другие проекты журналистов, которые делают свои выпуски для вас, и мы хотим привлечь вас к этим обсуждениям. Друзья, пишите свои вопросы, пишите комментарии по тем дискуссиям, которые вы уже видели. Ну и, безусловно, предлагайте нам, с кем вы хотели бы увидеть дискуссии в этой студии. Мы попробуем обязательно пригласить этих людей. Ну и помните, что мы тут для того, чтобы вместе с вами объединиться вокруг тех идей, которые могут повлиять на желание в здоровом смысле развивать и укреплять нашу страну, Молдову. Возвращаемся. в Да, студию. мне кажется, что мы затронули очень интересную тему, тем более для нас, Екатерина Федоровна, эта тема, она очень больная, потому что, будучи депутатами Народного собрания Гагаузии, мы инициировали закон о расширении сферы применения гагаузского языка. И как раз-таки вот в этот закон мы хотели заложить основы, чтобы те выпускники Камрадского, допустим, государственного университета, которые получили образование на гагаузском языке, могли реализовать себя в любой сфере жизнедеятельности нашей автономии, и это бы стало бы для них плюсом. И когда мы работали над этим законом, мы отметили несколько болезненных точек. Ну, давайте обсудим их. Вот первая болезненная точка, на наш взгляд, говорят ли молодые родители со своими детьми на гагаузском языке? Вот вы Спрашивали мы идете по тогда. улице, допустим, Да. На каком языке? Во-первых, родители молодые со своими детьми дома говорят ли сейчас на болгарском языке, задаем мы вам вопрос. Мы поняли, что гагаузы сегодня уже не говорят и в селах. Ну, подтвердила Ангелина, Вы что подтвердили, и- что нет. А вот можете ли вы встретить, вы как журналист, идете по улице, встретили группу детей, вы подошли к ним, на каком языке они будут с вами общаться и говорят между собой, на каком языке? Ну, очевидно, на русском. Но если на болгарском, ну, это просто, какой-то ивент должен был быть посвященный. тому, Мероприятие чтобы, да. какое-то, да? А вас это расстраивает? В целом, Как да. представителя Болгарской национальности, конечно, расстраивает. И я не знаю, но при этом умом я понимаю, что если мы, потому что у нас были попытки сделать там какие-то экспериментальные классы с обучением на болгарском языке, там несколько классов, потом все это бросилось, и дети непонятно потом не по-русски нормально не могли заниматься. То есть были какие-то эксперименты, там, в школу, не знаю что. Но я понимаю, что таких детей мы не сможем готовить для себя, или мы не сможем их готовить для того, чтобы они остались в нашей стране. Ангелина, но есть одна мысль, которую хочу озвучить, и давайте над ней и ваш ответ на это. Смотрите, мы с вами, мы раньше, вы чуть позже, мы учились тоже в русских школах, так же, как и дети учатся сейчас. Мы гагаузы, вы болгары. И вы говорите, что вы еще со своими родителями разговариваете на гагаузском языке. Болгарском, да? На болгарском, простите, да. А мы говорим на гагаузском. Как так получилось, ваш ответ, что в советское время, когда все школы были русскими, мы уцелели как гагаузы? То есть язык предмет не уцелел, изучали в и школе. предмета гагаузский язык в школе на самом деле не было. Сейчас, когда у нас все те же русские школы, мы все те же болгары, вы все те же болгары, мы все те же гагаузы, но наши дети не говорят на гагаузском языке. У нас есть автономия, у вас ее нет, об этом даже не говорим сейчас. Без разницы, кстати, с автономией или без. Мне кажется, что мои бабушки, одна бабушка точно говорила на русском, но вторая плохо говорила по-русски. Мы только на болгарском с ней говорили.
И, То есть, слава богу, бабушки. Да. А я почему думаю, так происходило тогда? Почему сейчас изменилась ситуация? Я не знаю, моя бабушка 28-го года рождения, то есть, может быть, тогда и не было еще... Но и с вами она говорила на болгарском, и Да. вы говорили хорошо, и говорите на Ну, болгарском. смотрите, вы ходили в школу и говорили Ну, в школе ребенок на понимает русском. болгарский, но не разговаривает. А смотрите, какой интересный нюанс. Вы ходили в школу и Да. говорили на русском, приходили к бабушке и говорили с ней на болгарском. Да. Ваша дочь ходит в русскую школу, приходит домой к вам, где вы говорите на болгарском, родители говорят еще на один маленький болгарском, момент, кстати, но она нет. говорит на русском. Почему? Нет, я можно я маленький уже дома момент, говорю на русском. Уточнить. А, вы говорите на болгарский русском. язык она изучает в школе? Конечно. Ага, вот посмотрите нюанс. Не, вы не услышали. Ангелина говорит, она приходит со школы, но уже я говорю с ней на русском. Да. То есть мы пытаемся найти вот этот надлом, где он произошел и что делать гагаузам, болгарам, а может быть и людям другой национальности, которые хотят сохранять свой язык. В нашей семье этот надлом произошел с моих родителей. Они уже с нами говорили на русском языке чаще. Потому что, может быть, мы приходили со школы, с этими уроками, мы там занимались с ними. И А так в чем далее. причина? Вы когда-то думали об этом? Почему ваши родители стали говорить с вами на русском языке? Не на болгарском. Я думаю, что это связано со школой. То есть, мы раньше общались с родителями, это, точка соприкосновения, это была школа, уроки, домашние задания. Тогда Это было. вопрос очень общего характера, чтобы, может быть, с языком поставить точку. Болгары, болгарское сообщество, скажем, Таракли, отдельно взятого города, оно обсуждает вообще вот этот процесс, что болгары могут потерять свой язык, потому что дети не говорят на болгарском языке. Не так, как его обсуждают у вас. Не так громко и не на таком уровне. То есть какие-то единичные, какие-то инициативные группы там что-то еще пытаются сделать, но не выносят это, например, на совет, на район и там. Вот вы боролись или боретесь с пропагандой через свои материалы, скажем, на сайте боретесь. Но задавали ли вам вопрос, вот вы боретесь с пропагандой, а сами ведете на языке русском все передачи, но не на румынском, как на государственном, и не на болгарском, на своем родном. Вы получали такие упреки? Если Нет. да, какие ответы? Нет, не получали, потому что это язык, который дает нам возможность понимать друг друга. И еще один маленький вопрос. Болгарский язык в школе изучается в Тараклии, во всех, и в городе Тараклии, и в селах болгарских. Болгарский язык Даже в в школе детском изучается саду. как предмет, в детском саду, конечно же, тоже. К сожалению, вот у нас был такой инцидент, когда недавно на заседании Народного собрания Гагаузии один из депутатов, которое представляет самое большое село не только в стране, но и в Европе, Кангас, сказала о том, она является еще и директором школы, она сказала о том, что родители говорят о том, что они не хотят, чтобы их дети изучали в школе гагаузский язык. Такого рода нарративы у вас возможны, звучат или нет? Они звучат, но они не продиктованы ненавистью к самому языку. Они говорят об этом, потому что большая нагрузка у детей. И, к сожалению, тоже, кстати, интересный момент, можно было бы сократить количество часов русского языка, да, в пользу болгарского, но такое никто не предлагает. Не предлагают почему? Потому что родители считают, что детям важно знать русский язык. То есть общество не примет. Хорошо, вы у меня хотите еще такой сказать? вопрос. У нас, допустим, в Гагаузии есть еще такой, уже его нельзя назвать феноменом, но школа румынская школа, одна из школ румынская в Камрате, она набирает все больше и больше учеников. То есть очень много родителей гагаузов, русских, украинцев, неважно, они считают нужным своего ребенка все-таки отдать в школу румыноязычную. Есть ли такая потребность? Говорится ли об этом в Таракли? У вас нет, по-моему, румынских школ? Есть такая потребность. Об этом просто никто, это есть потребность среди, допустим, людей моего возраста, какие-то мои знакомые. То есть мы убеждены в том, что в Тараклии нужно открыть хотя бы один лицей с изучением на румынском языке. К сожалению, у нас нет таких лицеев. Есть, как в Гагаузии Алании. есть 2 таких лицея. Да, Вы, я знаю, что они, там много учеников, люди продолжают отдавать своих детей туда. Я бы своего ребенка тоже отдала в такой лицей. Но, к сожалению, политической воли
не хватает у наших местных чиновников для того, чтобы выйти даже с инициативой об открытии такого лицея. А как вы думаете, Министерство говорит, что эта инициатива должна исходить от властей да. второго уровня. Второй уровень района. Ангелина, в 2013 году Тараклийский районный совет вышел с инициативой образовать на основе Тараклийского района национально-культурную автономию. Да? Сегодня такого рода мнения, чаяния, идеи присутствуют в вашем обществе? Условно говоря, кому-то это еще надо? Коммунистам было надо. И все. То есть Коммунистам, социалистам. Ну, эту Нет, идею уже поддерживали даже и гагаузские наши некоторые политики. Наши тоже поддерживали ваши, когда автономию делали. Они предлагали даже включить болгарские села и город Тараклия в состав автономии. Вы слышите какие-то такие вот мнения сейчас? Нет, обостряются вот эти все разговоры, особенно перед выборами. Какими Возможно, мы их там, выборами? конечно, без разницы какие, да. Главное, чтобы... Возможно, мы их услышим, но это же будет только перед выборами, чтобы там набрать политических очков, дальше... Ангелина тут сейчас сказала, что наши тоже помогали, когда автономию получали. Поддерживали. Поддерживали. И что говорят теперь ваши о О гагаузской нашей автономии? автономии. Очень интересно. Гагаузы молодцы, сделали автономию, а мы что, болгары, не могли? Хотя, что вам с этой автономией? Вы так Почему думаете? так? Да, почему Ну-ка, вы так раскройте думаете? Я, свое например, мнение. считаю, что только автономия дает, породила или взрастила больше людей с какими-то политическими амбициями, ничего больше. Это ваш сторонний взгляд на Да. нашу автономию? И вот дополнительное финансирование породило какую-то дополнительную коррупцию, например. Я не думаю, что вы что-то много выиграли от автономии. Давайте Может поговорим о Тараклии и о Давайте. Тараклийском районе. Потому что мы тут о Гагаузии имеем с кем говорить, а вот о Тараклии. И знаете что, мы хотели бы провести параллель. А чуточку выше, в первой части этой передачи, вы упомянули о мэре. Ну и понятное дело, что у нас шоровская команда, назовем ее так, да, шоровская команда у нас правит бал 2 года, а у вас уже 6 лет, потому что 6 лет назад был избран впервые вот мэр от команды Шора. Что, не знаю, правильный глагол, заимела Тараклия от того, что классная, хорошо подготовленная, как вам тогда обещали, нами 2 года назад обещали, хорошо подготовленная команда профессионалов, специалистов, наших вообще отбирала какая-то петербургская комиссия, что вот они сделают то, чего никто никогда еще не делал в Тараклии. Скажите, что с теми обещаниями, что сделано и насколько воплотились те идеи, о которых говорили? Так, нам Ниццу обещали. Что? Ниццу. Нам А, край мечты, вам Ниццу. И что с Ниццей? Приезжайте, нет там Ниццы. То есть все, что было сделано на деньги Шора, это просто праздники, подарки, какие-то артисты, короче, поел, попил, ну вот что-то из этой серии. Все инфраструктурное делается за бюджетные деньги. При этом, я не знаю, у вас есть такое? У нас там построят несколько километров дорог, например. И собирают всю Тараклию и Конечно, Тараклийский район. LED-экран, Шор оттуда всем говорит, я вас так люблю, я для вас все То сделаю. есть это началось у вас? То, что он сделал только разметку на этой дороге, никого не интересует. Все считают, что это он сделал. 12 миллионов, например, на строительство дороги было выделено из бюджета. Вот. Из такого масштабного прямо они построили, отремонтировали, реконструировали парк. Реставрировали? Да, но парк был неплохой на самом деле, просто его несколько лет за ним не ухаживали, он превратился в какие-то заросли, да. Почистили. И потом в итоге они его почистили, сделали дорожку, и это вот все. То есть, скажите, а это за деньги какие? Потому что Гагаузии было обещано 500 миллионов евро.
2 года подряд никто этих денег нигде не видел, и об этом уже говорят и примары, и много-много политиков, аналитиков, журналистов пишут на страницах своих изданий. Что у вас было обещано и что сделано на деньги вот этой самой команды? Обещано было много. Сейчас я не повторю, это было еще 6 лет назад. Потом это все как бы меняется. Из года в год что-то еще обещают. Из обещанного и сделанного парк. Это точно. Хорошо, а Ницца, извините, пожалуйста, Ницца, вы говорите, не состоялась. А претензии у людей есть к тому, что не состоялась Ницца в Таракли? Ну, удивительно, как раз мой вопрос тоже заключался в том, что, например, нам, жителям Гагаузии, и, наверное, вот эти обещания и стали решающим шагом выбрать человека, которого абсолютно никто не знал в автономии, и вообще и никто и не думал о том, а может ли этот человек, которого предлагают в качестве башкана руководить регионом. Нам обещали, как говорит Екатерина Федоровна, и 500 миллионов, нам обещали аэропорт, нам обещали 7 тысяч рабочих мест. Но здесь, в Гагаузии, мы абсолютно не видим желания жителей нашей автономии задать вопросы избранным лицам, а когда же все то, что было обещано, будет реализовано. Ну, нам казалось, что в Таракли, может быть, ситуация обстоит по-другому. Почему люди не спрашивают? Вот обещано, но не сделано. Тактики, потому что меняются сначала, типа, вот я не сделал, даже если спрашивали. Я не сделал, потому что у меня тут много врагов, я, короче, не местный, мне тут палки в колеса все ставят. Вообще палки в колеса, вообще это уникальное и унифицированное. Да, у вас тоже, конечно. У нас палки в колеса, и особенно тук. Почему-то вот мэру мешает работать. Каким образом мы до сих пор? Вы, наверное, ему сделали тук-тук. Нет, такого мы не делали. Но я имею в виду какими-то материалами. Может быть, я не поняла, сделали тук-тук. Потому что, ну, если какому-то мэру не нравится какое-то СМИ, значит, это СМИ что-то написало, что-то показало. Нет, ну, безусловно, конечно, какие-то его, не знаю, последние расследования, которые мы делали, это про то, что там 4-5 лет подряд одна и та же компания выигрывает тендеры в мэрии. Почему вас это на строительство дорог вы имеете в виду? Конечно. Да? И вы знаете, удивительно было то, что, оказывается, эта же фирма, которая у вас выигрывает и ремонтирует там дороги, в тот предвыборный период, когда у нас тут впервые объявился ШОР, те небольшие кусочки дорог, которые были построены, они были построены той же самой фирмой. Мы знаем, потому что она получила рекомендации от мэра. Но, вы знаете, можно, конечно, дискутировать о том, что вот обещано, не выполнено. И, собственно говоря, это не только ШОРа касается его команды. Очень многие политики обещают и потом не сдерживают свои обещания. Есть честнее политики, которые выходят и честно говорят, мне не удалось вот это потому-то, потому-то. Большая редкость, но и такие люди, конечно, среди наших политиков есть. И есть такие партии, партии, наверное, реже, но политики конкретные, да. Но тут возникает вот такой вопрос. Вот мы сейчас обсуждаем с вами, что люди не хотят перепроверять. А почему вы не выполняете свои обещания? И это как раз создает вот этот фон ухудшения нашей жизни. Почему? Потому что в случае с Гагаузией, из-за такой власти, которая приведена к нам сюда, в Гагаузию, благодаря усилиям ШОРа, благодаря вот таким, ну, сказочным, согласитесь, обещаниям, потому что у нас однажды Ирина Влах обещала аэропорт, не построила, и люди поверили в эту сказку во второй раз. Но и мне один человек говорит, а вы знаете, я почему поверил? Потому что когда Ирина Влах обещала аэропорт, она не показывала картинку, каким будет этот аэропорт. А вот когда ШОР сказал, он так, я когда увидел эту картинку, ну как можно за это не проголосовать? То есть мы говорим о том, что люди не просто верят в эти сказки, они не хотят интересоваться, сколько это стоит, откуда они возьмут деньги, вообще насколько это реально и почему мы должны поддаваться такому политическому, я не знаю, зомбированию. Мне кажется, что у нас не задают вопросы, возможно, потому что пенсионеры, где-то педагоги, где-то и даже работники сферы здравоохранения получают ежемесячно денежные пособия от ШОРа. Есть ли у вас такая картина? Да, но я не знаю сотрудники учреждений, но точно знаю, что пенсионеры себе оформляли эти карты, да, ПСБ. Только пенсионеры? Промсвязьбанк, да. Допустим, учителя, медики? Там. Нет, у вас, наверное, какое-то свое местное управление образования, ну, по-другому выглядит структура
и он может делать эти надбавки. Мы сейчас говорим о деньгах, Но эти надбавки, они же неофициально. Мы сейчас Ну да, говорим о конечно. деньгах, которые неофициально приходят и каким-то образом передаются и пожилым людям, и представителям или сотрудникам разных публичных учреждений. Это много раз мы обсуждали, и осуждается это обществом, но, к сожалению, люди, которые Не только работают... обществом, но и законом. Да. Ну, то очень есть это правильно. подкуп избирателей. Но смотрите, даже то, что предубеждение. это нарушение закона, эти деньги, это не пугает ни педагогов, ни учителей. И пусть не обидятся сейчас педагоги и учителя, которые получают эти деньги. Дело в том, что... То есть первый раз Шорб опробовал это, когда он на стадионе в День учителя, или что это было, я не помню, уже была конференция педагогическая, по-моему, в конвертах... 2 года назад. По 500 лей в конвертах, да, Лена Федоровна, напомните, было роздано педагогам, и педагоги восприняли это как благодарность за ваш труд. Но ведь, живя в правовом государстве, мы должны понимать, что если мы говорим о коррупции, то мы как минимум должны хотеть в этом не участвовать. И если мы говорим о том, что политики делают свои дела по каким-то схемам, и об этих схемах говорят журналисты, либо правоохранительные органы, нужно как минимум засомневаться, чтобы в следующий месяц точно так же получать эти средства от данного человека. Но людей ничего не останавливает. Как вы думаете, наверное, большой разницы между ментальностью людей, проживающих в Гагаузии и в Таракле, нет абсолютно, как и между всеми гражданами Молдовы. А до чего мы можем докатиться? Мы общество, которое живем в прекрасной стране. У нас есть, реально, у нас есть очень много положительного, которое позволило бы нам нашу страну развивать. Но у нас верх взяли вот эти политики, которые своими лживыми обещаниями одурачили головы людей. Люди в силу незнания законов до конца поддаются. И до чего может дойти эта страна? Ну, явно не до чего-то хорошего на самом деле. Все это очень печально. А как каждый из нас может препоны ставить этому? Не знаю, мы как граждане. средства массовой информации, как журналисты об этом пишем, говорим, что это незаконно. Пытаемся объяснить, что 1000 лей сегодня или там те 500 лей в конверте или на карте тебя не спасут, то есть ты как бы не разбогатеешь. Ты сегодня получил 1000, но ты выбираешь людей за эту 1000 на целых 4 года, а он должен делать 1, 2, 3, 4, 5, и ты следи за тем, что он сделал или не сделал. То есть в целом это бедные люди. деморализует людей, как бы в моих глазах. Я не знаю, что думает Шор об этих людях, но мне кажется, что он не любит их. А что люди думают о Шоре? Люди думаю, почему он должен нас любить? Кто мы, кто он? Я говорю даже про тех людей, кому он платит эти деньги. Ведь он, поступая с ними так, относится к ним точно плохо. Ну, смотрите, Ангелина, мы видели очень много видео, каких-то коротких рилсов, которые делали молодые люди, брали интервью у каких-то пожилых, чаще всего людей, которые, мы уже приводили здесь пример, может быть, и вы видели это видео, когда старенькая бабушка, ей больше 80 лет, она говорит, что я готова была бы ноги помыть и воду выпить Шору вот за это. Стыдно говорить, безусловно, это, да, но как мы докатились и как мы можем, ведь здравомыслящих людей очень много в стране. И те люди, которые даже берут деньги, они говорят, никто из политиков нам не давал. Ну и что? Все воровали, но никто не давал. И вот эта вот модель размышления, она действует. Это бабушка, которая сказала, это же просто выражение такое старое. Она точно не имела в виду прямой смысл, в прямом смысле. Она точно называла имя Шора. Да, но она не имела в виду что она все, что угодно. Конечно. Просто есть такое выражение, типа, она так уважает этого человека, да, за то, что он таким это образом сделал. выразил. Да? Здесь несколько проблем. Люди действительно бедные. И бабушка 80 лет, у которой там нет дров или нет ей денег перечислили заплатить. 2000 леев, Да. допустим. Ей перечислили эти деньги, и это ей помогает в жизни. Я не осуждаю таких людей, потому что им на самом деле тяжело. Потому что И страна пока не сделала Молдова, очень многое для того, чтобы люди себя чувствовали достойно и жили бы в стране, не унижаясь вот за эти 2000 да. леев или 1000. Пока Молдова имеет пенсионеров с такой пенсией, к сожалению, надо ожидать, что Молдова, любой Шор,
как бы его ни назвали, вор там, или не знаю, кто, придет и такое сделает, я не согласна. Ангелина, а вот такой вот вопрос. Европейский Союз, допустим, он реализовал огромное количество проектов на территории всей нашей страны. Отношение к этим европейским проектам одно, отношение к помощи со стороны Шора другое, например, у нас в автономии. Как у вас? Вот реализованы ли проекты в Тараклии, в Кагуле, в Кагульском районе на деньги Европейского Союза? Что было сделано и как на это реагирует население вашего района? Конечно, реализовано. Очень много проектов инфраструктурных реализовано в районе Тараклия из Европейского Союза. Но это же человеческая сущность. Вот то, что Шор дал, это почувствовалось в кармане. Абсолютно, да. А вот я иду по выложенному тротуару, тротуарной плиткой, это для это всех, общественное. да, это для всех, или, ну, я даже не задумываюсь, просто, если было бы там глина, тогда я бы ругался, типа, почему не сделали, ну, там же не глина, там тротуарная плитка, ну, все нормально, я даже не думаю о том, что там могла бы быть глина. Это вот, мне кажется, просто такая человеческая сущность. Иногда присутствую на отчете примара, который, когда примар представляет то, что Вам было повезло, сделано, у нас отчет нет свой. отчетов примара. У вас нет этого, да? И люди очень хорошо реагируют на информацию о том, что вот село выиграло такие-то проекты, реализовало такие-то проекты на территории села, и этими возможностями смогут пользоваться жители всего населенного пункта. То есть это воспринимается на ура. Но одновременно с этим мы видим отношение жителей нашего региона и, наверное, в целом страны к европейскому курсу Молдовы, который был сейчас уже внесен в Конституцию. И вот вы, да, Александра, есть цитата. Мы решили, что цитата Ангелины Гайдаржи будет предложена самой Ангелине и прокомментировать. Вы говорите, за последние 10 лет город Тараклия развивался и преобразился в лучшую сторону. Благодаря тому, что мы получаем финансовую помощь от Евросоюза и международных партнеров на реализацию инфраструктурных проектов. Эти проекты дают нам возможность жить и развивать наш город и превратить его в современное, комфортное место для жизни многих. Я рада, что район Тараклия развивается, и убеждена, что будущее наших детей будет только в Евросоюзе. У нас в Гагаузии подобные размышления да, редки, они есть, редки. Люди, которые понимают и знают, что Гагаузия в том числе получила хороший рывок в своем развитии. Он тоже делался на европейские деньги, это и при бывшем Башкане, и сегодня очень многие примары участвуют и выигрывают гранты, и прикладывают очень много усилий для того, чтобы получить эти гранты и реализовать эти проекты. Но вот такое ваше мнение. Почему именно с ЕС задались бы вопросом, наверное, и даже те люди, для которых вы создаете свои материалы. Одни хотят и видят Молдову не в Евросоюзе. Убедите, что только с ЕС. Нам хватит передачи? Нет, у нас не так много времени, у нас есть 3 минуты на это. Ну хорошо, давайте, чисто территориально. Мы находимся в Европе. Свободную торговлю мы можем, я думаю, беспрепятственно осуществить только в Европе. Ну и вообще Европейский Союз, ну, такого аналога в мире нету, союза из стольких стран, государств, членов, с которыми можно жить в хороших или там прекрасных условиях, да, и отношениях. Демократия, свобода слова – это то, что важно лично для меня, ну, как минимум. А почему это не становится важным для многих граждан? Допустим, потому что Европейский Союз на самом деле передал очень много средств для того, чтобы облик нашей Гагаузии, да и как Тараклийского района изменился. Почему люди не считают, что это важно, и не придают этому должную оценку? Ну, для многих все-таки да, потому что референдум состоялся, и его результаты закреплены в Конституции. Почему не большинство? Ну, потому что есть еще влияние российской пропаганды, которая вводит в заблуждение остальную часть людей. Я думаю, что это одна из причин. И второе, это все-таки низкий уровень жизни человека в Молдове, который считает, ну,
что типа Молдове там нет места в ЕС, или Молдова ЕС не нужна и так далее. Или же Молдова объединится с Румынией для того, чтобы... Да, ну и дальше все нарративы войти. там по полочкам уже, как они идут. Я думаю, что поэтому. Многие слушатели возразили бы вам, сказали бы о том, что вы говорите о российской пропаганде, но все то, что навязывает вам Европа, это тоже пропаганда. Почему вы считаете, что то, что говорят российские СМИ, это плохо, а то, что дает Молдове и Европа, это хорошо? А что дала Россия Молдове? У нас есть мэр партии социалистов, но не один, их много. Была передача несколько лет назад в студии ТУК. Он прекрасно внедряет проекты ЕС. Вы говорите мэр города Тараклии? Нет, я говорю сейчас о вообще другом мэре одного из населенных пунктов Тараклийского района. И вот в студии мы его спрашиваем, вот, а этот проект вы на какие? Он говорит, ну это Швеция, ну это то, ну в общем, все, там перечислил практически все страны. Мы спрашиваем, а какие проекты из Российской Федерации вам удалось внедрить за эти годы там, в качестве мэра? Он остановился, сказал, я понимаю, к чему вы задаете этот вопрос, но я вам типа не дам ответа, да, или повод для того, чтобы... Нет, это прямой вопрос. Скажите, какие проекты вы реализовали на деньги, там, на российские рубли? Ну, 0. И что за этим? Ну, до сих пор он в партии социалистов. Ну, смотрите, у партии социалистов была у власти, ну, во всяком случае, президентом был человек от партии социалистов, и мы ни разу не слышали, чтобы Игорь Додон выступал против того, чтобы европейские гранты жили, были и работали в Молдове. Надо было так, да? А то, что продвигать повестку чужого государства здесь, в Молдове, это норм, да? Ну, во всяком случае, смотрите, никто не пренебрегал европейскими грантами. Когда я говорю о Додоне, я могу то же самое сказать и об Ирине Влах, бывшем башкане Гагаузии. Они все делали себе пиар на том, что разрезали ленточки после того, что миллионные деньги вкладывались из фондов ЕС для ремонтов домов культуры, для ремонтов детских садов, утеплений. И сейчас люди подумают, что мы рекламируем европейские гранты. Господа, мы только говорим и задаемся вопросом, почему так? Ведь мы прекрасно знаем, что сегодня мы могли бы еще ходить в школы и сады, где текли бы крыши. Да. Но потому что собственных средств у Гагаузии не хватило, равно как и у Тараклийского района, либо у Тараклии не хватило бы. Да. Как и у Молдовы в бюджете не хватало денег для того, чтобы все это делать. И Ангелина, задавая вопрос, где российские, я задумалась просто, я не знаю, можем ли мы вспомнить в Гагаузии, что сделано на российские деньги. Книжки какие-то. Бобкаты были куплены. Книги, да. Что? Бобкаты. Ну, какие-то несколько инструментов получали, какой-то, может быть, скорая помощь. То есть какая-то такая очень маленькая помощь была. Но, допустим, те обещания про российских башканов, скажем, и Михаила Формузала, но оставим его в покое, допустим, Ирины Влах, самое последнее, что могут люди еще помнить, это 7 тысяч рабочих мест, или 2 тысячи. 2 тысячи рабочих мест, 11 заводов с российским капиталом. 0 где? И маркет, Огус маркет где-то в Москве или где? Но у людей нет вопросов к тому, что тротуарная плитка, как вы говорите, по которой мы ходим, или сады и школы, которые приобрели совершенно другой вид. Недавно мы с Лен Фёдной, конечно, мы как активные граждане своей страны, мы следим за тем, что происходит, где какие проекты внедряются. И вот видно, что в какой-то детский сад привезли мебель. Она красивая, она добротная, она яркая, как положено таким учреждениям, как детские сады. И мне кажется, что очень много педагогов в детских садах, особенно и в школах, начальной школы, очень многие мотивированы работать лучше, потому что для них теперь созданы лучшие условия. Ведь у нас на самом деле замечательные педагоги, замечательный потенциал людей-воспитателей. Но когда люди работают с крышами протекающими, это одно. Когда у людей нет хороших условий, когда люди работают в холоде, это другое. К чему эти все вот эти перечисления? Удивительная штука получается. То есть мы хотим жить лучше, но мы не признаем, что это лучшее нам делает вот этот сосед, который справа или слева. И ничего не делает для нас сосед слева или справа, но мы считаем, что нам все-таки нужно следовать примерам жизни того соседа, который только наговорил, ну и что-то наобещал. Ну ладно, еще один вопрос. Вот
Очень часто можно увидеть в последнее время, уверена, что и вы читаете комментарии к своим материалам, люди говорят, вот нам бы как в Советском Союзе. Совсем недавно был... Вы что-то уже хотите сказать? Нет, Про Советский без вопросов. Очень много людей пишут о том, ну, конечно, это люди того возраста, которые жили, были и помнят, наверное, Советский Союз. Ностальгически понять можно, да? Но в одном из комментариев там одному из людей я написала, что, ну, господа, я тоже это помню, знаю, но не вернуться же ведь уже туда. Точно так, как, ну, вот прошедший день нам с вами не вернуть, как бы мы этого не хотели. Есть условия сегодняшней современной жизни, есть вот такая ситуация, какая она есть. Есть война у наших соседей. Упаси Господи, чтобы Молдова оставалась под мирным небом, и чтобы Украина тоже зажила под мирным небом, и чтобы ни между какими странами не было никаких войн, потому что убийство — это худшее, что может придумать человек для того, чтобы решить какие-то свои запросы, проблемы, не знаю что. Но вот почему люди, в большинстве своем, мы с вами говорим, у нас голосуют чаще пожилые люди, да. А вот им именно сейчас очень, когда жизнь стала вокруг нас лучше, очень хочется в Советский Союз. Я понимаю, что это не большинство, но все-таки люди, которые стали ходить по освещенным улицам, которые водят своих детей не в такой детский сад, как меня водили, а водят детей в детский сад очень хорошо оснащенный. Они говорят, что нам бы в Советский Союз. И не только Советский Союз, но Сталина бы вернуть. Человек быстро привыкает к хорошему, и ему кажется, что то, что вчера было недоступно, а у него уже есть сутки, то вот так уже должно быть и дальше. То есть он не готов отказываться от этих благ. Но он не помнит, как было, мне кажется, тогда. Просто в Советский Союз, ну, кто-то, да, помнит, а кто-то не помнит, кто-то просто помнит себя молодым, и ему нравится это время и так далее. Чисто ностальгия по возрасту, не столько по... Я все время своим родителям говорю. Интересно тоже. Вот мы ездим, по возрасту. Ну, конечно, они были там, не знаю, от 18, 20, 30-летние, молодые, энергичные. А сейчас им по 60-70. Интересно. Вот бы в тот возраст, да? Да. Не про Советский Союз речь вообще, а про Только возраст. они не про возраст говорят, они говорят, вот в Советском Союзе было хорошо. Но на самом деле они помнят свой возраст. Им было хорошо в том возрасте. Ну, я так это понимаю. Я каждый раз даже своим родителям говорю, мы, вспомните, ездили на море, жили в палатке, а сейчас мы ездим там в 5-звездочный отель, там все включено. Ну, вы чувствуете разницу? Многие вообще никогда на море в то время не были. Абсолютно или нет. так. Вы заговорили о своей семье, и очень интересно, очень во многих семьях разделились мнения, но по поводу того, ЕС либо с Россией надо иметь самые близкие отношения в Молдове. И как относятся люди к войне? У вас в семье как? В моей семье мои родители, их тоже можно назвать жертвами пропаганды, но они поддерживают меня в том, что я делаю. И, возможно, любовь ко мне лично не дает им, как правильно сказать, ну, у нас нет полемики. То есть в начале войны мы еще там пару раз что-то там подискутировали. Сейчас у нас нет никакой полемики. Может быть, это мудрость родителей, которые просто не хотят там портить отношения и так далее. Но в целом они поддерживают всю мою деятельность и деятельность нашей организации. И у нас есть еще только 2 минуты, мы хотим еще один вопрос обсудить. 84 партии в Молдове. Если можно, мы хотели бы попросить нашего режиссера выдать на экран буквально перед выпуском. Мы прочитали мнение Радики Пергар, это эксперт Watchdog, которая написала такую мысль. Сегодня в Молдове зарегистрировано 84 партии. Многие из них дремлют, ожидая открытия сезона продаж, который сейчас в самом разгаре. В период расцвета Демпартии главным покупателем был Плохотнюк. Теперь его место занял ШОР. На этих парламентских выборах ШОР за несколько дней до выборов решит, куда направить голоса и какую партию привести в парламент. Да. Тараклия Прошоровская, да. Скажем, да? Гагаузия
Прошоровская. Я бы не сказала, что она прошоровская, потому что очень многие люди стали понимать, что такое Шор и его команда за эти 2 года как минимум, и многие стали по-другому же относятся к этой команде. Но у нас тоже не все прям так однозначно чисто прошоровское. У нас тоже есть люди, которые... Ну и слава богу, что они есть, и надеемся, что их будет больше. Вот как прошоровским регионам реагировать на вот это, потому что вот наши регионы будут первыми, где пришли, у нас за 3 недели сделали человека башканом. Вот за 3 недели просто. Может методичку писать Шор по тому, как можно за 3 недели незнакомого человека, которого никто не знал, как зовут, ни разу не слышали ее имя, ни в политической, ни в публичной. Чем эти перспективы могут обернуться для страны? Давайте так, у нас тоже никто господина Лупова не знал. Он вообще-то человек приезжий, он из Кишинева. А он сейчас еще едет к вам или живет уже в Тараклее? Вот за эти 6 Если лет? честно, мне кажется, это такая более история частная, поэтому мне не интересно. Вроде жил, потом не живет. Я не знаю, я не могу сказать точно. Это то, что мне не интересно. Важно, чтобы он был на работе и делал дела свои рабочие. Все остальное. Да, но для того, чтобы он приехал на работу, если он живет в Кишиневе, он тратит ваши бюджетные деньги. средства. То есть этот вопрос поднимается неоднократно, поэтому мы... Я видела, но мы следим за тратами, там что-то в транспорте нет прямо никаких больших... Значит, совестливый. Может быть, да. Будем думать, свои что это так. донации тратит. У вас нет охранника, который едет, и нет советника, который едет вместе с У вас масштабы побольше. У нас масштабы побольше, да, и Мы сбили вас, больше. в смысле? Да, мы это прошли, то есть у нас тоже его никто не знал, просто вот пришли, людей подкупили, я говорю, мясом, вином прямо на площади, потом деньгами было позже уже. То есть уже мясо поели, вина попили, уже не работает, надо что-то больше. Сейчас деньги. Мы прошли этот путь и на президентских выборах, когда людям просто за несколько дней до выборов написали «голосуй за кого». За кого? Так за кого-то, вот это, которая вообще не была известна. Я уже Фортуна, да, за нее. Но они почему-то раскидали эти голоса, потому что часть из них была из-за Александра, из-за Стояногла. Да, из-за Стояногла, и часть еще за каких-то. Почему-то они разбросали эти голоса. Вот. Но я думаю, что с перспективой на парламентских здесь будет борьба серьезная. Серьезнее. Гораздо. Потому что это борьба за парламент. Да. Ангелина, спасибо большое, что вы ответили на наши вопросы. Спасибо за открытость и откровенность. Успеха в вашей работе. И пусть будет много открытых фондовых, грантовых проектов, в которых ваша команда будет участвовать и выигрывать. Пусть. Ну и информируйте людей. Это важно на самом деле. Друзья, мы благодарим не только Ангелину, но и каждого из вас, кто был с нами на протяжении этого времени. Проект «Единомышленники», Елена Карамит и Екатерина Жекова. Мы говорим вам до встречи и, безусловно, просим об одном – ставить лайки, поддерживать наш проект, чтобы он имел развитие. И, безусловно, давайте думать все же о том, что информироваться – это очень важно каждому из нас. Каждый гражданин, который будет предпринимать какое-то действие и будет это делать на каких-то собственно изложенных выводах для себя, для этого нужно информироваться из разных источников. Какие бы каналы ни открывались, какие бы YouTube-каналы, другие каналы, пожалуйста, следите за тем, что происходит в Молдове, но доверяй, но проверяй. Вот давайте по этому методу, по этому лекалу пробовать строить свое мнение о том, что происходит и как, кого выбирать. Оставайтесь с нами, это проект «Единомышленники». До встречи скоро. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.